Сегодня в информационном поле страны идет настоящая фейковая атака. По словам федерального эксперта Владимира Шаповалова, по данным прокуратуры, за несколько месяцев количество фальсифицированной информации увеличилось в 10 раз. Сначала она была связана с коронавирусом и направлена на дискредитацию действий России по борьбе с пандемией. Сейчас пошла новая волна. Теперь фейкомет переключается на общероссийское голосование. И каждый день мы наблюдаем вбросы в информационное пространство все новых и новых фейков по поводу общероссийского голосования. Основная задача этих фейков – дискредитировать процедуру общероссийского голосования, по возможности даже сорвать ее, объявить результаты голосования сфальсифицированными, саму процедуру нелегитимной. На избирательный участок можно приходить без паспорта. Это один из популярных фейков по общероссийскому голосованию. И сегодня кто-то действительно верит, что теперь любой другой человек может проголосовать вместо него. Кроме того, некоторые интернет-пользователи сталкивались с информацией о том, что ряд социальных поправок убран. Например, про индексацию пенсий раз в год. И вот еще одна страшилка, которая гуляет по интернет-пространству. На участке можно подхватить коронавирус. Председатель ЦИК России Александра Пафилова заявила о том, что сходить на участок для голосования безопаснее, чем сходить в магазин. Вы знаете, я подписываюсь под этим, потому что действительно лозунг этой кампании «Голосовать легко и безопасно». Избирательная комиссия Республики Коми закупила 40 тонн средств, которые помогут обезопасить голосование. Это маски, это санитайзеры, антибактериальные коврики, халаты, одноразовые ручки. Поэтому в помещении для голосования не будет находиться более 5 человек одновременно. И, пожалуй, самый частый миф. Все давно уже принято, а значит и голосовать нет смысла. Эксперты его тоже развенчивают. Люди должны понимать логику и хронологию событий. Первое, что было сделано, еще по старому порядку принято самое главное изменение в Конституцию. Это изменение порядка, внесение изменений в главы с 3 по 8 включительно. То есть сначала проходим все процедуры одобрения региональными парламентами, Государственной Думой, Советом Федерации, и только потом выносится на всероссийское голосование. Фальсифицированную информацию распознать можно легко. Как правило, она поступает из анонимных, сомнительных источников. И самое верное оружие в данном случае – прочитать первоисточник. Например, на сайтах «Конституция-2020» и Избирательной комиссии России. Доверять стоит только официальной и проверенной информации. Тем более, что к моменту голосования таких вбросов будет еще больше. Поэтому сейчас задача общественников – вести среди жителей разъяснительную кампанию. Только правдивая информация поможет сделать им правильный выбор. Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган.